Друзья, новый наш выпуск, и мы сегодня запишем для вас интервью с очень яркой, харизматичной крымско-татарской актрисой. Я уверена, многие из вас ее хорошо знают и любят, но информации о ней в интернете мало. Мы решили это дело исправить, и, между прочим, специально для этого приехали в Крымско-татарский театр. Что? Друзья, вот прям атмосфера театра, здесь даже запах другой. О, а мы сейчас с тобой будем делать вид, что еще не виделись, да звук не вешали. Давай опять обнимемся. Привет! В общем, сегодня воскресенье. Я взяла ключи от зала, от гримерок. Поэтому пошли. Сегодня весь театр в нашем распоряжении. Selamünaleyküm dostlar. Like koyganınız için, repost yapmanız için, yaxşı sözlerini yazganınız için benim Verzulya'nın adından sizge çok sağ olun. Это мое детище, которое я обожаю просто. Зулька существует. Застряла, да, вот в этом академизме, что тебе сложно выходить за эти границы. Унижение, страх, какой-то такая скованность. В этот день это все прошло. Девушка крымская татарка, Да, пока она молодая, она еще должна быть такая где-то кроткая, уступчивая. В спектакле «Арзум» мне даже в какой-то мере пришлось себя ломать. К ревности как относишься? Некоторые девушки, видя его на свадьбах, на сцене, они начинают писать. Я просто в шоке. Он тут ни при чем. Среди вайнеров, стендап-комиков очень мало женщин. Боишься, чтобы не было этого испанского стыда. При всем уважении до макияжа можно было не показывать. Это очень неприятно. Часто слышишь, вот, что тебе досталась роль по блату. Почему не знаю? Сегодня здесь тихо, потому что сегодня воскресенье, а так здесь всегда полно народу. Друзья, она, к сожалению, закрыта. Да. А нам хотелось посмотреть. Пойдем, я тебе покажу свою гримерку, а это вот мужские гримерки. Угу. Это у нас женские гримерки, закрыто, не стучись, никого там нет. Ну, мне как бы просто, понимаешь, все интересно. Я в театре за кулисами, скажем так, во всей этой внутренней структуре. Прошу за впервые. Прошу. О, это здесь вот моя гримерка, где мы находимся. Ну, здесь не подожди, только я. Это твоя личная гримерка? Нет, хорошая. Это общая, наша общая гримерка. Здесь, да, здесь находится много-много актрис. Это ты приготовила нам. Мы, конечно, очень хотели попасть в костюмер, но нас, к сожалению, туда не пустили, чтобы не испортить всю магию, театральную магию. Да. Повторюсь, потому что сегодня воскресенье. Ну, это единственный день, когда мы сюда смогли попасть. Ну, как бы не в большом количестве, но вот так. Это те, которые мне очень сильно нравятся. Конечно, нам все надо знать. Это, я так понимаю, какой-то... Это сказка. Да, сказка. Это у нас сказка, называется «Волшебное зеркало». Мы ездим по детским садикам, веселим детей. А можно это я примерю, да? Пожалуйста. И вот в этом я бываю каждое утро в каком-то детском садике. Есть любимый, вот тот, в котором ты быстрее всего входишь в образ? Наверное, мне нравится больше вот это платье. Оно очень красивое. Это знакомо, это с какого спектакля? Это «Арзум». «Арзум». Да. Угу. А скажи, вам вообще все это шьют? Либо вы что-то покупаете? Есть. Вот это платье шили специально. Со спектакля «Арзум», это, да? Это «Арзум», это вот это платье тоже «Арзум». Вот здесь я уже Ты там меняла 3 образа, да, у тебя было? Там даже 4-й, там пижама идет. Нет, еще и костюм был. Слушай, а какой костюм сменить сложнее всего? И бывали вообще у тебя такие эпизоды, что, к примеру, что-то там где-то молния заела, пуговица оторвалась? Да, это было вот действительно
в последний раз, вот что я припоминаю, это был Арзум. Получается, был такой, у нас есть красный костюм, и сверху как корсет одевается. И вот, в общем, у нас всегда как бы уже приготовлены все костюмы, стоят наши костюмеры. И вот я быстро забегаю, начинаю снимать себе одежду, начинаю одевать то платье, и она просто не может попасть, и все, она не может застегнуть молнию. Ну, и, в общем, пришлось девочкам на сцене импровизировать, потому что меня долго не было. Ну, в общем, была такая ситуация. Ну, ничего, все вышли с этой ситуации нормально, все хорошо. Вот. А энергетика есть особенная Вот у костюма? давай мы вот скажем, что, наверное, вот этот больше такой заряженный энергией, правда, это вот из Фаджиа. Этот костюм очень часто бывает весь в крови. У нас же, получается, там мы готовим искусственную кровь. И когда начинают пробегать мимо меня, кто-то меня касается, или мы как-то все равно соприкасаемся, и получается, что он постоянно то там заляпано кровью, то тут заляпано кровью. Еще мы не можем его заменить, мои хорошие. А он уже такой старенький. У нас уже здесь дырочка такая, но мы ничего не можем с этим поделать, потому что у нас в видео в Фаджиа идет это платье. Поэтому мы вот так вот его аккуратненько штопаем. Она у нас, мы даже в последний момент, это тоже же искусство, правильно? Маленькая дырочка. Вообще актер, актриса могут выражать свое мнение, когда вот создается какой-то образ, костюм, или вы вот все полностью в руки костюмера и с абсолютным доверием? Нет. Вот как? Первым делом ты же выходишь на сцену не просто полюбоваться, себя там показать, ты выходишь работать. И тебе должно быть удобно в этом костюме. Это в первую очередь. Если тебе неудобно, если неудобная обувь, если очень тебя как-то сильно сдавливает где-то что-то, нет, это все обсуждается, это все убирается и меняется. А как ты думаешь, в каких жанрах ты раскрываешься лучше всего? Драма, история, комедия? Что тебе ближе? Мне самой ближе, конечно, комедийные роли. Они все равно легче. Ты, конечно, постоянно на позитиве. Но когда ты играешь драму, ты постоянно на репетициях. Это ж, ты, допустим, вышел на премьере, на спектакле, ты отработал, но это же всего лишь малая часть от постоянной репетиции, которые происходят. Вот там ты постоянно умираешь, ты постоянно, допустим, себя вводишь опять в это состояние, потому что ты должен проиграть это внутри, а потом уже выйти на сцену и сделать это, конечно, психологически сложнее. Конечно. Да? Потому что каждую роль нужно должен пропустить через себя. Конечно. У нас, допустим, был спектакль «Хаят». Вот. И там моя героиня, она была беременна, ее в конце, получается, пытаются заживо похоронить. И нас действительно начинают как саваном обматывать вокруг тела и поднимают, и как будто несут. Ты понимаешь, что ты, это ладно, ты на спектакле, ты уже все нормально расслаблен, а во время репетиции это очень, кстати, психологически тяжело. Ничего, это нужно делать. А как ты вообще входишь в роли? Вообще волнуешься перед выходом на сцену? Либо это вот с опытом как-то нивелируется и просто на автомате включаешься? Нет, никогда. Если ты будешь выходить без эмоций, ты, не актер. Это скажет любой из из моих сотрудников, потому что ты все равно должен переживать. Тогда ты живой, тогда ты выходишь на сцену, и у тебя горят глаза, тогда ты выдаешь настоящую эмоцию. Если ты вышел, просто там посидел в телефоне, вышел на сцену просто на автомате, точно так же и зрителям ему будет неинтересно. Ты должен дать им свою энергию, и тогда в ответ такая идет энергия. Это какой-то ритуал для тебя особенный? Ты вот стоишь за кулисами, как-то погружаешься в себя, предпочитаешь ни с кем не разговаривать в этот момент. Да. Как это происходит? Нет, у нас есть свой ритуал у всех актеров. Мы становимся в круг. Даже у многих режиссеров есть свои ритуалы. Допустим, некоторые режиссеры читают дува. Некоторые режиссеры начинают подбадривать и говорить, что кто у нас самый лучший актер, и кто. В общем, у каждого свои методики. Я повторяю текст. Мне кажется, я сейчас выйду, и я забуду текст. Но переживания у всех, и у меня всегда оно есть. Это постоянно потеют ладошки. Как в первый раз. Да. Каждый раз, как в первый раз. Да. Это круто. Это как, я не знаю, прыжок с парашюта.
Я, ты знаешь, одно время думала, что, может быть, попробовать себя в какой-то другой профессии. Я ушла в другую профессию, поработала, наверное, там полгода, наверное, поработала, и я поняла, что я здесь делаю. Потому что все равно наша профессия театральная – это как какая-то зависимость. Это нигде, ни в какой профессии лично я такое не получаю. А можешь внезапно заплакать? Так, внезапно прям, ну да, могу, только, ты знаешь, это не так вот, что вот прям включил там в себя эмоционально какой-то зажим, а это прям себя нужно наполнить, это прям нужно переживать. Это... Друзья, она плачет. Прям слезу пустили. Когда вот сейчас... Слезы настоящие. Да, и нет. мы ничего не закапывали, да? Нет, это эмоции, ты должен пережить. Это ты должен, допустим, каждый раз, когда какая-то драматическая роль, ты выходишь, ты должен понять, почему ты здесь, что ты здесь делаешь, и кто твоя героиня. И тогда ты действительно наполняешь себя. И вот так. И потом, кстати, надо оставлять это все на сцене и опять переходить в обычную свою жизнь, не переносить это в личную жизнь. Я вот вижу слезы, да, они настоящие. А вот бывает так, что нужно заплакать, а ты не можешь? Да. Знаешь, когда это бывает? А есть, может, какие-то вспомогательные штучки есть, что-то там закапывают актеры? Нет, вообще ничего не закапывают. Нет? Нет. Это просто такое в кино видно. Да. Но только можно очень сильно скрыть лицо, так вот, как будто ты плачешь, потому что зритель может не увидеть, что ты не можешь заплакать. Просто не поверит. Да. А вообще у меня такая ситуация всегда бывает, это на Арзуме, когда я выхожу в зал. Зритель, который сидит в передних рядах, он понимает, что ты зашла в зал, и это продолжение спектакля, и он должен наблюдать за тобой. И он поворачивает голову и смотрит на тебя, что же ты будешь делать. А у меня в этот момент идет на сцене, на экране, что я плачу, и я, соответственно, должна сейчас тоже в зале сидеть и плакать. И я понимаю, что люди на меня смотрят, а это, можно сравнение? Это как будто ты вышел обнаженный. И вот все, давай, вот сейчас дай эту эмоцию. И ты начинаешь это выдавать, она не уходит никак. И ты получается, что... Нет, конечно, бывает, что оно получилось. Нет, бывает, уважаемые зрители, оно бывает действительно получается искренне, но бывает на пару спектаклей, когда это не получалось, и получалось что-то вот так. Я думаю, никто не заметил, да? Вот такое тоже бывает. Крымско-татарская публика, аудитория имеет какие-то отличительные свои какие-то особенности для тебя, как для актрисы? Вот то, что отличает ее от всей массы людей. Наш народ любит смеяться. Нам всегда кажется, что наш народ умеет только страдать, он всегда, мы всегда со скорбью, все наши какие-то народные трагедии, исходя из опыта, исходя из... который мы пережили. Это у нас генетически, наверное, заложено, что мы все равно какие-то очень сильно страдальческие, можно сказать, но я так думала. Это совершенно не так. Наш зритель, наш народ очень любит смеяться. Потому что, наверное, быт, он все равно такой обычный, где-то люди сталкиваются с трагедиями, с проблемами в реальной жизни. Поэтому театр, он приходит именно смеяться. Нравится. У нас есть комедийные спектакли, они все равно лучше, можно так сказать, это у нас такой сленг, продаются, чем какие-то драматические спектакли. А как правило, ты после спектакля опустошаешься или ты, наоборот, наполняешься? Нет, я как будто вагон выгрузила. У меня всегда такая опустошенность, я должна зайти в гримерку
и посидеть. Но не у всех так бывает. Почему-то у нас актеры некоторые, наоборот, может быть, они как-то по-другому, они заряжаются, они поскорее там собираются эмоционально. Мне и кажется, едут домой. просто ты очень отдающая в этом Ну, плане. может быть. Максимально. Поэтому, Может быть. наверное, ты до последней капли вот и выжимаешь себя. Всегда потом идет работа над собой, как мы говорили заранее. Действительно, ты потом садишься и думаешь, а что же ты сделала в этом спектакле не так, да? Какие-то оценки, что же ты сделала хорошо в этот раз, что ты сделала не так. Вот думаешь, вот после спектакля я сажусь, думаю, да, наверное, лучше бы здесь нужно было там улыбнуться или там сказать что-то по-другому. Ну вот, оценка над собой у меня идет именно после спектакля, именно в ближайшие час, полчаса. Я очень часто замечаю, что на афишах изображен чаще всего мужчина. Ага. И вообще бытует такое мнение, что женщины идут вот на мужчин, как будто мужчины-актеры, они более продаваемые, что ли. Как у нас с этим обстоит дело? Так, И гонорары тоже. Есть да, и я слышала такое мнение, что гонорары у женщин и у мужчин отличаются, как будто бы вот у мужчин они выше. Ага. Как вот, не обидно? Но это совершенно не так. Нет? Я сейчас расскажу. Давай. Слушайте. Но по поводу того, что мужчина более продаваемый, нет, я так не скажу. Наверное, может быть, для молодой публики и молодые, когда актеры, да, парни, может быть, хотя, не знаю. Мне кажется, зритель идет на более узнаваемых актеров. Галия Тимиркаяева, Асан Белялов, да, вот, да, действительно, на него. Дилявер Усманов, которые актеры со стажем, артисты со стажем, и люди понимают, что если эти актеры, артисты участвуют в этом спектакле, в концерте, соответственно, значит, ну, он будет хороший, поэтому они идут. Вот. А так, в чем успех спектакля? В чем успех? Вообще неизвестно, и нам до сих пор не понять. Я вам честно по секрету скажу, потому что бывает, у нас есть даже такой спектакль, я не буду говорить какой, но когда он сделался, все актеры думали, что это разовый спектакль, что он не будет продаваться. А этот спектакль, он действует до сих пор, и люди, которые ходили на него, они приходят опять. Почему? Наверное, в этом спектакле его плюс, да, его успех, то, что он легкий, он такой прям бытовой. Да, наш актер любит еще такие бытовые спектакли, чтобы они были не сильно замысловатые, чтобы... Нет, есть люди, которые приходят именно подумать. А есть контингент, который приходит просто посмеяться, улыбнуться, потому что в жизни, может быть, они юристы, я не знаю, врачи, которые сталкивались со многими проблемами за день. А приходят они в зрительный зал, чтобы просто отдохнуть, посидеть. За позитивные эмоции. Да. А кто-то любит действительно подумать. Кто любит подумать, они всегда приходят в премьерные дни, мы так заметили, которые любят глубоко там помыслить, посидеть. И вообще есть у нас зрители, которые не пропускают ни одной премьеры. Это очень приятно, да, которые постоянно пишут какие-то рецензии, какие-то отзывы. Значит, мы еще живем. Значит, наш театр действительно выпускает хороший продукт, качественный продукт. Ну, а мы рады стараться, чтобы в этом во всем участвовать. Так а что с гонорарами? Гонорары. В общем, наши гонорары, наши финансы поют романсы. Нет, смотри, наши финансы, они вообще, наши гонорары, такое название гонорары, наша зарплата, она зависит, наверное, от стажа. Мы обычные бюджетники, и у нас действительно такая же зарплата, как и у всех. У нас зависит все от стажа, от выслуги лет, от интенсивности, да, и тогда, да, действительно, почему бывает у мужчин, вот ты задала вопрос, почему бывает у мужчин больше зарплаты, чем у актрис, да,
Наверное, потому что мужчины задействованы везде. Их в труппе не так уж и много у нас, к сожалению. Приходите к нам, мужчины, работать. У нас действительно очень хорошие гонорары. Вот, блин, я хотела. Ну, ладно, и актрисы тоже приходите. У нас, нет, действительно, нам требуются актеры, особенно молодые, инициативные. Ты закончила театральный факультет, Да. крымский. Да, я закончила Крымский университет культуры, искусств и туризма. Расскажи, что вообще тебе дал вуз? Сейчас очень много молодых актеров приходят без специального образования. Вообще Да. ощущается это вот в работе, на сцене? Ну, вообще, конечно, образование театральное обязательно должно быть, потому что это теория. Все равно ты 5 лет чему-то же учишься, правильно? Это тоже определенный стаж. Когда ты приходишь уже в театр с образованием, ну и тогда у нас там сценическая речь, нам там ставят голос, как правильно он говорит, диафрагма и тому подобное. Когда человек приходит без образования, конечно, ему это тяжело, но опять-таки спустя какое-то время он тоже этому обучается и становится тоже хорошим маститым актером. А, к примеру, бывают моменты, когда ты, наоборот, ощущаешь академизм, академический подход Да. ко всему, наоборот, мешает. Нет, вот как наверное. будто бы сейчас мы выходим немножечко на другой уровень, Да. как-то стараемся все более упростить, Да. и ты понимаешь, что ты настолько вот, скажем так, застряла, да, вот в этом академизме, что тебе сложно выходить за эти границы. В театре этого не бывает, потому что ты выходишь, у тебя должен быть поставленный голос, ты должен говорить, ты должен донести до последнего ряда свою мысль. Нет, там обязательно должна быть классика театральная, да? А вот уже, допустим, сейчас в современном мире, когда мы делаем какие-то ролики, какие-то там скетчи, вот это мешает, потому что когда ты уже работаешь с камерой, там уже эта театрализация, она прям чувствуется, и уже это некрасиво. Нужно вот тогда убирать этот весь академизм и убирать эту, как мы говорим, такой сленг, театральщину. Ну, опыт работы перед камерой у тебя тоже есть? Где сложнее работать? В театре, на сцене перед реальным зрителем? Ага. Или в кино В театре. все-таки? В театре тяжелее работать. Ну, потому что ты уже здесь не можешь сделать стоп-кадр и переснять. Энергетика зрителя. Это класс. Это вообще, это такое, ну, как бы... как это правильно сказать? Эмоционально ты настолько заряжаешься, особенно это чувствуется на патриотизме. Когда мы, допустим, делаем, да, вот там спектакль, вот у нас был «Реквием», да, «Фаджиа», это прям мурашки. Вот прям, знаешь, ты не можешь набрать воздуха. Ты выходишь на сцену, ты понимаешь, что ты работаешь, ты вышел, а тебе даже ничего не надо делать. Ты вышел, и уже народ так это воспринимает, и ты плачешь, и они плачут. У меня опять идут слезы. Это, конечно, очень круто. Я помню, мы стоим за кулисами, и это такая энергетика, все стоят, и просто не каждый, ты не должен прикоснуться ни до кого ты не можешь прикоснуться, потому что каждый как натянутая такая струна. И я стою и просто понимаю, сзади меня взрослый артист начинает захлеб плакать. Мы приходим сюда именно за этими эмоциями. И, конечно, эти эмоции, нам кажется, что мы дарим зрителям. Нет, эти эмоции они нам дарят. Ну, это, в общем, такой симбиоз. Мы взаимосвязаны, понимаешь. В детстве ты была одной из тех девчонок, которые вот в центре внимания, у которой много поклонников. Да? Нет, поклонников, наверное, не было. Мне хотелось быть в компании, вот как бывают же такие, типа, ну, как правильно, я не знаю, сейчас, наверное, такое не говорится, типа бандерша такая, которая в компании, которая самая такая там заводила, ну, да? Лидер. Да, больше, лидер, да? Сейчас, наверное, правильно, то у нас там 90-е, простите. Ну вот, хотелось, да, быть лидером, чтобы вот
перед веком таким, чтобы все знали, чтобы все тебя видели, чтобы... Ну, и в школе я тоже прям... Я пела в школе, я постоянно на всех концертах пела. Голоса у меня такого прям прекрасного нету, но как-то выходили, чем можем, понимаешь? Поэтому... пела постоянно. Главное было получить внимание, да? Да. Я поняла, что это все равно переходит генетически. Вот у меня сыну 10 лет, и я вроде бы его никуда не вожу, ни в какие там кружки, да, там театральные, еще что-то. Мы, наоборот, стараемся его больше, там, я не знаю, на английский, куда-то в какие-то такие вот кружки. Но нет, он все равно, он везде ходит, поет, он везде выступает, он такой вот все, ему хочется... тоже таким же быть, как мама и отец, короче. Так В вот, общем, он пойдет по вашим стопам. А я только хотела спросить, какие необходимо использовать приемы, чтобы воспитать вот в ребенке вот это вот желание идти вперед, развиваться? Оно вот прям, мне кажется, есть оно уже. Его можно вытащить, да, вот, но если его нету, его нету. А если оно есть, то, ну, можно помочь ему, да, там, в театральных кружках. Если родитель решил отправить своего ребенка в театральный кружок, то, ну, я поддерживаю это, потому что театральные кружки, во-первых, они убирают зажимы, да, ребенок раскрепощается, потом ребенку ставят речь обязательно, да, в любых театральных кружках учат правильно говорить. Если у ребенка есть заикание, да, то тоже театральные кружки очень хорошо помогают. Почему? Потому что там ставят правильно дыхание, как нужно говорить. Ты была бы не против, если бы вот дети пошли по вашим стопам, да, стали не актерами? Нет? Каждый родитель хочет для своего ребенка что-то большее, правильно? Да, понятно, что театральная жизнь – это все круто, но мы всегда мечтаем о том, чтобы наши дети стали лучше, чем мы, да? Да, если мой ребенок захочет стать актером, я, конечно же, скажу: хорошо. Ну, конечно же, я бы хотела, чтобы он был хорошим стоматологом, и моя дочь там, допустим. Но у дочери есть очень хорошие способности именно играть на пианино. Я так думаю, что она уйдет в музыкальную сферу. Вот. А сын, ну, не знаю, сыну, конечно, я бы хотела бы, чтобы он стал... Классическая мечта всех крымских татар. Врачом. Чтобы ребенок стал врачом. Врачом, чтобы он стал. Но, к сожалению или к счастью, я так думаю, что он станет тоже одним из нас. Из нашего клана. Ну, это же прекрасно. Наверное. Это время покажет. Да. Об этом мы поговорим через 10 лет. Ну, ловлю на слове. Да. А ты вообще помнишь свой первый выход на сцену? Да. Как это было? У меня был мой первый выход на сцену. Я студентка театрального факультета, и у нас получается первый показ, первый спектакль. Мы готовили этюды, и я выступала в роли клоуна. И получается, ну, как бы смотрю, что же делать, потому что очень холодно, и я думаю, в носках, в цветных я просто так и не выйду, потому что очень прохладно. А как бы ботиночков от костюма клоуна у меня не было. Есть чешки. Я одеваю чешки, начинают скользить ноги на паркете, на сцене. В конце у нас идет песня, типа «Куда уехал цирк?», все убегают, и я вместе с ними. И у меня начинают скользить ноги, и я просто падаю на сцене. Все убегают, а я падаю на сцене. И я понимаю, что, и все, получается, студенты, все, как бы, твои однокурсники, твои, в общем, знакомые, друзья. Ну, конечно, я понимаю, что начинается смех, и я начинаю как бы уходить со сцены ползком, а они опять прибегают, как бы, участники, да, этого спектакля прибегают и начинают опять как бы убегать в другую кулису. И я понимаю, что они бегут на меня, они не могут понять, что же дальше делать, я же лежу, и они начинают переступать через меня вот так вот и убегают. К чему я это все рассказываю? Почему я это настолько запомнила? Травмоопасная работа. Травмоопасная, это ладно. Вот в этот момент я поняла, что я уже ничего не боюсь на сцене. Именно унижение, страх, какой-то такая скованность в этот день, это все прошло. Вообще говорят, что у актеров часто
бывают перепады настроения, О, да. расшатана психика. О, да. Как ты находишь вот этот внутренний баланс? Никак. Я такая же. Нет, это вообще не получается. Вообще актеры, они как дети. Вообще любой человек искусства, он как ребенок. Вот эти эмоциональные качели, они всегда, это везде, это и на сцене, и за кулисами. Ну, потому что очень, наверное, тонкая нервная система у них, у всех, и у меня в том числе. И получается все равно эти действительно эмоциональные качели. Да? Когда мы сами этого не замечаем. Мы, допустим, работая на сцене, за кулисами, нам кажется, мы все такие обычные, вот такие вот немножко дурачки. Но когда приходит работать с нами другой человек из другой сферы, да, там, преподаватель по вокалу у нас был, и она мне всегда говорила: вы просто не понимаете, вы как дети все. Вас всех вот прям очень так легко ранить, очень так легко обидеть, но в тот же момент, мы очень быстро отходчивые, мы очень сильно эмоциональные, мы можем ругаться. Да, мы даже иногда вот на репетициях мы ругаемся, но и мы, конечно, не злопамятные, мы здесь как семья. Я даже многим актерам говорю то, что вы извините, я здесь не из-за зарплаты, здесь, зарплату хотелось бы побольше, да, я здесь именно ради них, ради этих актеров, ради этой атмосферы, потому что мы находимся здесь, наверное, больше, чем находимся дома. Мы, бывает, что ушли отсюда со сцены в 10 вечера, это действительно бывает так, вечерние спектакли, и в 5 утра мы можем выезжать в Керчь. И мы вот так вот, мы как будто не уходили, мы уже здесь как одна семья. Мы даже чувствуем эмоциональное состояние друг друга, да, и мы заходим в гримерку, когда я вижу уже, что человек там не сильно в хорошем эмоциональном состоянии, я дальше не захожу, я ухожу. Ты понимаешь, что лучше немножечко, да, остаться. Да, есть люди, да, которые там могут сдерживать себя, но это не в нашей профессии. Нет, мы вот все вот такие вот. Тебе вот этот период для такой стабилизации себя не нужен. Здесь ты быстро да. переключаешься, приходишь в себя, Да. наполняешься ресурсом. Да. Либо, может быть, ты домой приходишь, и у тебя там какая-то своя собственная такая атмосфера, в которой ты заряжаешься, в которой ты пополняешь свой внутренний ресурс. Пополнение моего внутреннего ресурса идет от моих детей, да, у меня нету такого, что я где-то там вышиваю бисером, цветы, у меня нету дома цветов, если есть, они вот живут, которые вот кактусы, вот в моем доме только выживают кактусы. Где-то именно какое-то хобби, где-то наполнение, какие-то такие вот ресурсы, нет, ниоткуда не беру, здесь, на сцене. Дома мы настолько эмоционально спокойные. Вот прям дома мы все уравновешены. Насколько, да, вроде бы и Нариман, да, он тоже актер, он тоже эмоционален на сцене, мы все здесь отдаем такую энергию. А дома мы очень спокойные, очень такие даже малоговорящие. Меланхоличные. Да, мы малоговорящие, мы вот сидим, мы любим посмотреть, у нас там семейные просмотры фильмов, мы вот такой. Вот у некоторых, да, люди там ведут очень такой активный образ жизни в семье, куда-то ездят, там, там. Нет, у нас наоборот, мы любим так вот дома, в семье, тихо, так, тихо, посиди. А есть у тебя роль мечты, вот роль, которую ты сыграла бы с удовольствием, вот ждешь, пока тебя пригласят? Да. Какая? Баба-Ягу. Какую-то такую роль, знаешь. Ну, это комедийный персонаж. Не комедийный. Я хочу какую-то сыграть негативную роль. Я никогда не играла какого-то такого плохого персонажа. Вот мне прям хочется. Ну, вообще, ты такая, у тебя довольно такая классическая красота, ты такая легкая, воздушная красавица, да. Вот это помогает тебе получать роли или, наоборот, мешает? Ведь как будто бы, ты знаешь, многие роли такие более характерные, не для совсем красивых девушек. Да. Вот как ты это на себе ощущаешь?
Ну, спасибо за комплимент, конечно, что я очень красивая. Да, конечно, мы что, собрались хвалить. Ну, ты знаешь, действительно, по образу почему-то мне всегда достаются такие голубые роли, когда, ну, это голубые роли, это когда такие вот девушки, которые там... Зефирные, играют, да, скажем играют такую любовь, там... Да, Вот. романтические. Ну, особенно это было раньше. Сейчас, конечно, уже в силу своего возраста я уже начинаю... Левел второй у меня пошел, а когда становится уже возраст за 30, уже начинают уже такие там играть ведьм. Для актрисы с возрастом, наоборот, больше путей, да, появляется? Я вам скажу. Да, потому что особенно в крымско-татарских спектаклях, мне кажется, всегда интереснее какая-то язвительная соседка, которая такая... Хайняна. Да, хайнана. Все равно келин всегда она келин, да, она всегда должна такая быть мляим, такая вся хорошая. И особо там играть-то не на чем. Ну, ты вышел, все, и стой, и слушай хайнану, пока она выдаст В общем, тебе. возраст тебя не пугает. Не пугает. Мне кажется, это еще связано с нашим таким менталитетом. Как будто бы девушка крымская татарка, Да, она пока должна она быть. молодая, она Да. еще должна быть Да. такая где-то Да. кроткая, уступчивая. И только с возрастом Да. проявляется вот этот её- характер. Ее гены начинают бурлить. Я скажу, что в спектакле «Арзум» мне даже в какой-то мере пришлось себя ломать. Потому что уже все равно в силу своего возраста, а мне уже не 19 лет, а там должна быть такая кроткая, такая вот она вся правильная, такая вот вся она верит в счастливое будущее. Вот у нее глаза должны быть такие большие. Вот она вся... Розовые очки. Да, розовые очки, вот на будущее. Вот, ну, а тут получается, что уже возраст Жизненный у меня, да, опыт. жизненный опыт. И мне приходилось, вот режиссер Нариман Аметов, он, когда мы ехали домой, он говорит: слушай, нет, ты должна быть другая, ты должна быть, ну, там, не такая, а ты должна быть мягче. И я прям себя действительно ломала. Я не знаю, у меня бывает даже иногда выходит мой характер из этой роли, и он мне всегда опять: давай назад. Включается жена, да? Да, в карман клади там. Здесь ты не свой жена, ты характер. пока Да, еще да. просто девушка. Поэтому там не я. Там Ну, я... Да, вот режиссер-постановщик, вот что касается этого спектакля, Нариман Аметов, он Да. актер, твой супруг. Вообще, как появилась идея создания этого спектакля-мюзикла, да, Да. скажем так? То есть изначально вы как пара, да, муж и жена, Да. и вокруг вас собрался этот сюжет, либо Нет. наоборот, сначала был сценарий, концепция, и уже каким-то случайным, ну или не очень случайным способом ты туда Сейчас я попала. расскажу. Да, вот Смотри. как? Смотри. Спектакль-мюзикл – это спектакль, который написала Алия Сеферша. Они вместе работали над началом, так сказать, этого спектакля. Вот. Их было трое, можно так сказать. Это Мемеджанов Дливер, Нариман Аметов и Алия Сеферша. Они писали, работали над сценарием, придумывали. Очень долго думали о том, кто будет работать в этом спектакле, потому что Нариман не хотел тоже браться как бы за главную роль, потому что очень тяжело, когда ты сам режиссер и когда сам играешь в этом спектакле, это нереально, потому что когда ты играешь роль, ты должен отключаться, да, ты должен быть сейчас, здесь и сейчас этим персонажем, этим... Просто исполнителем, Да, да? исполнителем. А когда ты режиссер, ты уже смотришь на общую картину, да, кто сейчас куда пошел, и ты не можешь собраться и отработать правильно свою роль. Это, конечно, было тяжело для него. Вот, и они думали, что они будут делать кастинг. Звонили многим актерам по поводу этого, да, приглашали их на пробы, пробовали наших актеров, пробовали, в общем, был отбор. И потом он до последнего не хотел меня брать. Я вообще до последнего была подругой главной героини. Я не знаю, как так получилось, но просто в конце ему уже сказали: давай, сыграй эту роль ты.
хорошо, он согласился сыграть эту роль. Потом он долго, опять-таки, ходили вокруг да около, выбирали партнершу. То есть он изначально тебя даже не рассматривал? Вообще, очень тяжело, когда у тебя есть какие-то родственные связи с режиссерами. Насколько бы ты хорош не был как актер, тебя все равно будут рассматривать в последнюю очередь. Потому что, родственные связи, все считают, что это немножечко неправильно. Вообще, ты, наверное, ты часто слышишь, вот, что тебе досталась роль по блату? Среди актеров, мы так смеемся все, конечно. Но ты выходишь и ты делаешь. Если ты сделал... Конечно, я не знаю, как за кулисами, что кто говорит, да, но... Ты должен, значит, показать. Если тебя выбрали, значит, ты должен показать, почему тебя выбрали. Почему ты здесь как находишься. Как будто бы на тебе ответственности намного больше, конечно, да, ответственности? Да, намного больше, и ты должен работать действительно намного ответственнее. Ты должен, когда какие-то бывают репетиции, иногда мы, бывает, садимся в гримерке, пьем кофе и, сбегаем с репетиции, а здесь нет, здесь ты должен уже ответственно приходить, потому что как ты себя покажешь, так же и люди понимают, да, насколько нужно. Не дай бог не сказали, что вот Эльвире досталась роль просто так, потому что ее супруг Нариман Аметов. Если ты на 10 минут опоздал, то тебе говорят, да, конечно, ты опоздал, потому что у тебя муж режиссер. Это, конечно, в шутку сказано, но бывает это и не шутка даже. В каждой шутке есть доля правды. И потом, получается, вернемся к роли Арзе, потом он даже не он сам, ему говорят, возьми свою жену на эту роль. И только так получается, что меня... Ладно, да. Да. Это помогает в работе или, наоборот, мешает? Когда как. Допустим, в каких-то моментах, когда я должна прикоснуться к актеру, да, взять его с любовью, да, как-то прильнуть к нему, тогда, конечно, плюс, да, что это родной человек, и тебя ничего не останавливает. А если, допустим, бывает такое, что, конечно, тяжело. Тяжело, допустим, вот эти «я люблю тебя, я люблю». В силу уже возраста, мы уже 11 лет вместе, и опять это у нас бывает просто, какие-то такие смешные моменты, что и он такой смотрит, не уходи. Дома встретимся, да? Да, иди, уходи. А бывает такое, что вот вы в ссоре в данный момент? О, да. Это с утра поругались, и здесь через час нужно играть какую-то любовь. Это очень часто. Особенно почему-то в спектакле «Арзум», если, допустим, да, как-то произошел какой-то конфликт, да, какой-то бытовой, да, и мы приходим вместе на работу, да, бывает же у всех, у мужа и жены, все, не общаемся, мы с ним не общаемся, все, не будем общаться, не общаемся, и вот тут выходим на сцену, и он мне «я люблю тебя, не уходи». Блин, я ж только с утра. И ты думаешь, какой хороший актер, да? Да. Прекрасный актер, вот тогда... Мы понимаем, насколько профессионален. Ходишь со сцены, из образа он выходит. Да. Но потом, конечно, приходится... Не то, что приходится, мы миримся. Мы уже посмотрели друг другу в глаза, мы улыбнулись, посмеялись над этой ситуацией. Какая хорошая профессия. Да, посмеялись над этой ситуацией и миримся. А вы дома вообще переносите работу домой? И вы репетируете какие-то, может быть, мизансцены дома, где-то между завтраком и походом в поликлинику? Это было со спектаклем, повторюсь, «Арзум». Это было, потому что было очень мало времени на репетиции, и из-за того, что он постоянно репетировал с другими, да, и мы всегда откладывали наши сцены, чтобы порепетировать дома. Да, было. Дома Нариман Аметов, он режиссер-постановщик. Есть у него к тебе такое предвзятое отношение? Дома или здесь? Дома, на репетициях. Эльвира, соберись! Нет. Там дома уже все на лайте, дома спокойно. Здесь предвзятое отношение в театре ко мне. Потому что если я опоздала, повторюсь, на 5 минут, человек решил попить кофе, то нет, я это не могу себе позволить. Все уже, ты себе такое позволила. И, соответственно,
все на тебя смотрят, и это нехорошо. И я должна здесь быть. Вот даже если я не нужна, я должна все равно присутствовать в зале, сидеть. Демократия, ты Да, как все, да? Да, даже не то, что... Все равны. Все равны, это ладно. Все могут идти пить кофе, А с демократия. тебя спрос А с меня спрос. Я гораздо должна больше, сидеть, да? и вот, а вдруг я понадоблюсь. Вот, поэтому А хвалит часто тебя? нет. Ну, мы как-то так не привыкли к этому. Не знаю, это работа. Мы хвалим друг друга в домашних делах, да, мы хвалим друг друга дома. Но здесь как-то, не знаю, как-то Ну, как не вот приходится. дома за ужином. Ты сегодня классно сыграла, мне понравилось. Ты знаешь, у него это редко бывает. Вот у меня я стараюсь, как женщина, всегда поддерживать мужчину и всегда его хвалю, говорю, ты такой молодец, ты. А вот надо, кстати, задуматься, он это очень редко делает, он очень редко хвалит, Чтоб не разбаловать, да? чтобы не разбаловалась, да. Вы оба творческие люди. Как правило, творческие люди так по-хорошему где-то тщеславны. Как у вас эта ситуация с перетягиванием одеяла? Ты знаешь, в начале нашей семейной жизни действительно это было. Но сейчас уже спустя 11 лет, нет, я полностью отпустила эту ситуацию. Я ему сказала, что все равно важнее, чтобы у него получалось. Я вот, как женщина, в общем, я стараюсь... Ты проявляешь, эти ситуации, да, стараешься совершенно, проявлять конечно. женскую мудрость. Конечно, Вообще, как ты уже. считаешь, женская мудрость – это вот залог крепких Да. отношений? Да. Не всегда у всех получается, и у меня тоже не всегда получается быть мудрой. Но я понимаю, что это действительно есть залог хороших отношений, да. Этому надо учиться. Семья – это самая большая работа для женщины. Да, А могла бы отказаться от карьеры ради семьи? да. Знаешь, действительно, конечно, я бы оставила свою карьеру ради семьи. Это не просто слова, это действительно так и есть, и все это знают. У меня был такой случай, когда я ушла в декрет, и нужно было на некоторое время уволиться, уйти из этой творческой жизни. Вот. И я вообще не знала, вернусь ли я или не вернусь. Вот. Но потом так сложились обстоятельства, что я опять вернулась в театр. Видите, в общем, пути неисповедимы. Все равно пришлось вернуться. Вот. А если опять придется, если опять жизнь как-то сложится. Ты знаешь, театр это такое дело. Творчество, как можно убрать это из человека? Все равно оно будет. Даже если не в театре, да, но оно будет в чем-то другом себя проявлять. Поэтому... Смотри, я имею в виду не когда прям жизненные обстоятельства тебя Да. вот подперли, а вот супруг просто в какой-то момент, как глава семьи, Да, скажет, скажет. ты со своими обязанностями супруги, да, жены, справляешься не очень. Вот как-то мне это поднадоело, мне хочется, чтобы ты это бросила и посвятила себя полностью нашей семье. Вот занималась бытом. Вот как бы ты отреагировала? Пошла бы ты на уступок? Как бы вот категорично мне сказали, и я такая, все, давай фартук, где он лежит? Нет, я скажу, давай искать компромиссы. Как-то так. А если вот он прям железно скажет, вот нет, Эльвира. Если он железно скажет, не знаю. Да, наверное, придется. Не знаю, ты так... Не спрашивай мне такие вопросы, пожалуйста. Ты будешь готова отказаться. Тогда я ему буду спектакли показывать дома каждый день. Он потом откажется от этой идеи, понимаешь? Если он скажет все, я скажу хорошо. И каждый день у него будет новый концерт. Оно ему нужно. У меня вопрос, который интересует многочисленную аудиторию твоих зрителей в просторах интернета. Зулька существует? Selamünaleyküm dostlar. Like koyganınız için, repost yapmanız için, yaxşı sözlerini yazganınız için benim ve Zulya'nın adından sizge çok sağ olunuz. Zulya, keminde ayt adamlarga like'lar için sağ olunuz. Kim? Ben ya sana PR менеджер, я bakıp seni sorayım. Так. Говорить правду, не говорить, правду говорить. В общем, ее не существует. А это был придуманный персонаж, потому что... И причем имя это Зулька придумалось
чтобы никого не обидеть. Вот, допустим, у меня есть соседки, да, у которых там Эльзара, Эльмас и тому подобное. А вот Зулька – это такое колоритное имя, ну, очень редко встречается. У меня, допустим, ну, Зульки соседки не было. Я думаю, так, какое имя, какое... И вот я решила, что это будет Зулька. Вот. Ее нету. И все спрашивают у меня всегда под постом: покажите Зульку, покажите. Думаю, кого им показать, а кого? Я уже из затылка думаю кого-то показать. Ну, ее нет. Зулька – это такой некий собирательный образ. Да, это образ крымско-татарской соседки, которая, бедная, терпит от этой противной соседки, понимаете? И всем ее жалко. Все, ну, даже если бы она была, даже если бы я ее показала, это не было бы настолько колоритно, насколько сами люди себе ее доработали, доиграли, понимаешь? Bir kun keldim Zulkaga, Zulka stol boshida ashab o'tira. Turqi chopdi, ashni saqladi. Endi ag'nadim naslas edi. Sala Zulka ashadi. Zulka domizni ashama. Zul, tashni qaldir. Zul. Физкультурный sen адамсın. Вообще, как рождаются эти идеи? Ты пишешь сама тексты? Да. Сценарий полностью твое авторство? Да. Вообще, это мое детище, которое я обожаю просто. Ну, действительно, я получаю уйму удовольствия, когда я это снимаю. И у меня сейчас лично депрессия, потому что у меня нет времени, чтобы снять какой-то новый вайн. И оно вот придумывается вот... Когда я мою полы, когда я что-то делаю, там, когда я куда-то иду, и вот я начинаю, что-то вот какое-то зацепило, да, какую-то там актуальную мысль, какую-то там идею. И вот там идет в основном высмеивание каких-то бытовых проблем. Крымско-татарского бытового такого, бытовой истории. Берется какая-то вот просто одна такая маленькая мысль, да, вот, допустим, сервиз, крымско-татарский сервиз, да, который есть у всех крымских татар, он стоит, его никто не трогает, это вот когда кто-то приедет, да, вот когда вот Мусафир Кельсе. Понимаешь, особенный случай. Он есть, да, вот он у каждого дома есть этот сервиз. У меня у мамы этот сервиз, он ну так вот и лежит, понимаешь, Адам Кельсе, вот он есть, он уже не в моде, ну и у каждой крымско-татарской семьи есть такой сервиз. Поэтому это что? Это наш колорит, да? Может быть, это наш порог, я не знаю. Это наш колорит, что мы вот не выставляем все самое лучшее вот каждый день. Мы все равно бережем, да? Бережем. Поэтому это хочется показать, это хочется высмеять, да? И очень много... ситуаций, да, бытовых, которые, наверное, люди другой национальности не поймут. А наши прям это родное, они так смеются, они так хохочут, это так настолько близко им, поэтому я обожаю эти вайны. Ayşe Tatay geliyor. Kahve içeceğimiz. Torunlarının. Yasındırsalar. Yok. Eski filcandan içsin. Я всегда, допустим, когда куда-то прихожу, я не говорю, вот я вот сейчас пойду туда, и вот, ну, допустим, даже если я работаю со своим режиссером, со своим оператором, я потом расскажу, кто это. Вот, если я работаю со своим режиссером, я никогда не говорю, вот я пошла. Я всегда говорю, моя героиня пошла, понимаешь, потому что я ее отделяю от себя всегда. Она... вредная, она такая... Ты не вся... такая. Ну, может быть, внутри, может, какой-то во мне это есть, да, но я это в жизни не показываю, а зато благодаря этому персонажу я прекрасно это могу показать. Я могла бы перейти уже давно на другого персонажа, да, но почему я схватилась? Вот можно же вайн делать, допустим, там какой-то там продавщицы или какой-то еще там. Было много идей, но я не могу отойти от своего детища, понимаешь, от вот этой Зульки и от этой вот зловещей соседки. Так кто помогает тебе снимать эти вайны? Та-дам! Левер Тваджиев. Это мой... Почему не знаю? Приятно стало. Почему не знаю, видимо.
Я очень Мы сильно... все им безумно Да, я гордимся. очень сильно Да, его для люблю, я для очень Верды сильно Ваджиев им это горжусь. наш крымско-татарский Да. режиссер, которого мы все очень уважаем. Да. Брат. Да, это мой родной брат. Я прям очень сильно его люблю. И вот сейчас я, допустим, сказала, да, мой режиссер там для Верды Ваджиев, и мне так прям захлестнуло, и мне захотелось плакнуть. Вот видишь, какие эмоциональные качели, какие мы эмоциональные люди. Это вообще, это всегда бывает. Я не могу смотреть какие-то эмоциональные фильмы, какие-то трагические, вернее, драматические или какие-то лирические, потому что я вот очень люблю поплакать. Вот. Давай сейчас я так сделаю, чтобы как будто я не плакала. Ну, ты там стопудово это вставишь. А может, ты не вставишь? Ну, ладно. Все равно сделал вид, как будто... Все, собрались? Помогает мне в этом во всем мой брат для Верды Ваджиев. Это, конечно, это бывает очень смешно, как это все происходит. Я ему звоню, говорю, слушай, у меня есть идея. Он говорит, скинь мне ее. Я ему скидываю. Он говорит, фигня, давай доработаем. Ну, нет, он не всегда так говорит. Он говорит, бывает, что да, хорошо, все. И он приезжает, и он говорит, он такой заходит, у него там бывает перед работой есть 15 минут максимум. Ну, если очень он не занят, то у него полчаса. И он говорит, так, я пока пью кофе, иди накрасься. И вот поэтому у меня всегда стрелки на моих вайнах, они всегда, вот так вот. Поэтому мне это надо быстро сделать. Я быстро крашусь, пока он пьет кофе, и я выхожу на улицу, он говорит, так, вот здесь встань, я встаю и начинаю говорить, начинаю работать. И если я где-то сказала неправильно слово, он говорит, что ты говоришь вот так вот? Что ты так говоришь? И поэтому я должна очень быстро, я должна все правильно и быстро все дать, все эмоции. Поэтому там даже эту картинку не надо, как тебе сказать, убыстрять, потому что я и так там все пытаюсь быстро-быстро рассказать, быстро-быстро сделать, чтобы успеть за этот маленький промежуток сделать этот вайн. Вот. Ну, в общем, они все всегда интересно происходят. Мы всегда ходим по улице, орем, уже все соседи знают, когда я снимаю вайн, потому что я то там поднимаюсь на их кирпичи, залазю на пригон, куда-то на это, и постоянно же люди стоят, люди смотрят, причем проходят, там наша национальность, они там уже привыкли к тому, что мы можем делать. Что у тебя у них яркая соседка. Да, а люди проходят, думают, что происходит? Вот так как вот. повезло, у тебя муж режиссер, брат режиссер. Да, ой, точно. Это, наверное, как-то твою актерскую жизнь все-таки облегчает или усложняет больше? Усложняет, мне кажется, больше. Потому что даже с мужем, он в последнюю очередь всегда рассматривает мою кандидатуру. Тяжело. Допустим, с братом тоже такая же ситуация. Он будет что-то снимать. Тоже требовательный, он да, будет к тебе? что-то снимать. Он в последнюю очередь меня будет рассматривать. Он кого-то возьмет. Почему? Почему Не ты знаю. думаешь? Не знаю. Наверное, все люди боятся, а вдруг что-то скажет. А может, вообще не слышу, вдруг что-то скажет. А может, вообще просто я не подхожу. Может, я не такой сильно профессиональный актер, а есть люди, которые сыграют лучше. Нет, может быть, просто к близким людям требовательности больше. И хочется чтобы сделали прям идеально. То, что ты простишь чужому, Да. близкому человеку как будто бы нет прощения. может. Надо сделать идеально. Такой перфекционизм включается. Да, наверное. Как к себе самому. Наверное. Не знаю, честно. А вы вообще в детстве дружные были? По-разному. Если в раннем детстве мы были дружны, потом в пубертате, конечно, мы, как все подростки, конечно, мы и ругались, и дрались, и все было. А потом, конечно, когда мы уже после моего 18-летия, когда мы уже все оба подросли, можно сказать, мы, стали ближе. А сейчас вообще, честно сказать, это самый мой лучший друг. Кому ты чаще всего звонишь? Наверное, маме, конечно же, и брата жене. Это Диана, это моя невестка. Я хочу сказать, что Диана. Потому что мы очень сильно близки.
Наверное, ну, брат есть брат, да, мы с ним близки, но все равно ты брату не позвонишь и не скажешь, как сварить суп или как сделать бурма, а зато ей я могу позвонить, и я знаю, что она очень, очень хорошая. Как у мамы медсестры и папы музыканта родилась дочь актриса? Так, подожди, у мамы медсестры и у папы музыканта родился режиссер и актриса. Да, Вот скажи, да, пожалуйста. Да, ну, поскольку у Ну, нас сейчас интервью да. о тебе, поэтому я в первую очередь, конечно же, говорю о тебе. Да. Ну да, у вас очень творческая семья, в плане творческие дети в этой Да. семье. Твой брат режиссер, ты актриса. Как получились такие творческие дети? Вообще, как ты сообщила родителям, что ты поступаешь на факультет театрального искусства? Они сразу тебя поддержали? Нет. Вообще восприняли это серьезно? У меня отец, он до последнего говорил, ну, может быть, что-то другое выберешь? Я говорила, нет. А вообще я пошла в университет культуры за компанию, я тебе скажу. Это вот какой-то получился такой хасмет. Мы сидели с одноклассниками и вот решали уже, куда пойти. И одноклассник говорит, давайте попробуем пойти просто там в Крымский университет культуры, искусства, туризма, и там, проходят курсы обучения, как подготовительные. Мы пошли троем, и, получается, осталась только я одна там. Вот, я начала ходить на эти курсы, мне понравилось. А так, чтобы сказать, что я прям с рождения мечтала стать актрисой, нет. Ты больше папина или мамина дочка? Наверное, уже в моем возрасте я и мамина, и папина. Потому что ты начинаешь ценить уже в этом возрасте своих родителей по-другому. Конечно, как женщина, да, я привязана больше к маме, да, потому что советуешься, потому что я тоже мать уже, вот. Но переживаю, наверное, больше за отца, потому что, отец – это отец. За оценки тебя ругали в детстве? Нет, никогда меня не ругали за оценки. Я училась хорошо, я была хорошистка. Вот. И я помню в детстве, что меня хвалили за хорошие оценки. И мне хотелось получить хорошую оценку, прийти, чтобы меня дома отец обнял. Я прихожу такая, вот, я получила 5. И он меня обнимает, такой говорит, ах, меня на ухо. Вот ради этого. Я не старалась учиться чересчур хорошо, особенно в старших классах. Вот. Но пыталась тоже, знаешь, быть не самый последний. Кто твоя ролевая модель? Чьи внутренние ориентиры тебе близки и на кого ты ориентируешься? Вот кто для тебя пример такой человека? Ну, это как всегда, это же такой, как ребенок, да, мама. Мама. Как ты думаешь, ты похожа на маму? Вообще, мы с годами все чаще замечаем, что мы становимся похожи на своих родителей. Да, я целиком полностью с тобой согласна. Мне кажется, я, бывает, говорю ее фразами, когда я, бывает, ругаю своих детей, это она или я сейчас кричала на своих детей, потому что, мне кажется, у нас уже просто настолько все, становится с возрастом похоже, да, голоса и эмоции, и бывают некоторые выражения даже мы перенимаем от своих родителей. Так, близкие отношения? Да. Все время на связи? Да, Какие у вас отношения? Нет, очень близкие, и я просто благодарю Аллаха за то, что я живу рядом с ними. Я не живу где-то там, я не знаю, в другой стране, потому что настолько не отсепарированный ребенок. Я действительно очень со своей семьей очень близка. Если я не бываю там один день, там все. Для меня это уже, конечно, такая трагедия. Я должна приехать в родной дом. В родительский, конечно же, родной дом. Это сейчас уже где моя семья. Но я имею в виду родительский дом. Я должна посидеть с родителями. Я даже могу молчать. Мама, бывает, приходит и говорит, почему ты приходишь и молчишь, то в телефоне еще что-то. Я должна просто находиться. Мне не нужно даже разговаривать. Я просто нахожусь там, все. Я насытилась эмоционально, я успокоилась, энергетически наполнилась. Все, я могу уходить и дальше нести своим детям это же тепло. Если бы ты могла вернуть время назад и с кем-то пообщаться, кто был бы этот человек? Есть такие люди? Это дедушка. Почему-то Ты так специально, да? Нет. Это все специально, да, это все специально. Я знаю, что ты провокатор.
Ну, я очень привязана была в детстве, да. Бывает такое, да, вот с кем бы ты хотел пообщаться? Почему ты дедушка? У вас были близкие Да. отношения, он участвовал в твоем Да. детстве, да? Ой, да. Это вот прям вот так было. И... Да. Вот с ним бы я хотела пообщаться. Как ты думаешь, в каком состоянии сейчас находится крымско-татарская театральная культура? Мне сейчас все нравится. У нас действительно очень много молодых режиссеров, интересные постановки. Правда, у нас действительно очень большие рамки, да, в которые мы входим. Да, у нас в репертуаре должно быть очень много спектаклей, поставлено за очень короткий срок. И поэтому не получается разгуляться так, как хочется нашим режиссерам, нашим актерам, да, от души поработать. Но все-таки мы делаем, я так считаю, хороший контент. Да, у нас хороший репертуар. Есть, конечно, к чему стремиться, но мы очень хотим к этому стремиться. А это самое главное. Самое главное, что у нас есть желание. Как привлечь молодую аудиторию в театр, как ты думаешь? Как привлечь? Ну, наверное, быть с ними на одной волне. Ставить какие-то постановки, которые действительно будут актуальны для нашей нынешней молодежи. Да, понятно, классика – это классика, да, которую мы делаем. Но и в тот же момент современные постановки, они очень хорошо залетают для нашего молодого зрителя. Угу. А развитие крымско-татарского языка? Я знаю, что сейчас есть такая техническая возможность, как синхронный перевод. Насколько она вообще пользуется популярностью? Ну, она пользуется популярностью среди русского зрителя. К нам очень много ходит русского зрителя. Даже на крымско-татарские спектакли к нам приходят люди посмотреть. Они очень любят наш театр. У нас, да, особенно концерты, почти половина зрителя – это, ну, как бы русский зритель. Вот. Поэтому синхронный перевод, он нужен, но я не встречала так, чтобы, допустим, сидит крымская татарочка с синхронным переводом. Нет, у нас человек понимает. Даже если он плохо разговаривает, но он все хорошо понимает, поэтому к нам приходит. Да, есть такие у нас спектакли, такие постановки, где там тяжелые диалекты, где такой сложная литературная речь. Ну, и тем не менее наш тем народ не менее, понимает, и да. он не пользуется, да, этой услугой. Нет, ну, мне кажется, это будет даже немножко Даже некрасиво. среди молодого поколения. Да. И очень много молодежи ходит. Это значит интересно. Значит, мы, как говорит молодежь, мы сейчас на хайпе. Нормально Ну да. все. Сейчас и технические возможности немножечко Да. расширились, да? Какие используются технические новшества, скажем так, в театре сейчас? Ну, у нас есть экран. Да, понятно, что это как бы не велосипед, ничего такого нового, но опять-таки не в каждом театре есть экран, а в нашем он есть. У нас появились новые проекторы, да, настенные. Это тоже очень оригинально. И, не знаю, у нас, допустим, в крымских театрах такое делают, но у нас оно зато делается. Это очень красиво, так что приходите смотреть наши спектакли. И там вы действительно увидите проекторы, которые оживляют стены. Не будем открывать занавес, все равно оставим это интригой. У нас готовятся новые спектакли с новым оснащением. Будет интересно. А сколько лет вообще ты работаешь в театре? Помнишь первые годы, как тебя здесь приняли? Была ли здесь вообще какая-то дедовщина? Как ты влилась в коллектив? Пришла я сюда в 2012 году. Меня хорошо встретили. Действительно, мне очень сильно помогла старая гвардия, так называю, опытных наших актеров. Они меня хорошо приняли. Я сразу попала в работу к Белялу Шевкетовичу. Конечно, после университета я пришла еще такая ранимая вся, а он такой вот грозный такой мужчина. Если ему что-то не нравится, соответственно, он это не молчит, он это все говорит громко так. И я очень много, правда, первый год плакала за кулисами. Не потому, что там что-то было неправильно, да, а потому что я была, наверное, очень сильно ранима. А люди привыкли, вот это сейчас уже мне это скажут, и я прямо скажу, да. Это начался путь мой с Айрылган Хадан Бахты Бармы.
первый спектакль, в котором я играю с Фатмой Асановой, Мустафа Куртмалаев в Рахметле. Вот. Там играл тоже Нариман, он играл моего жениха. Сейчас я буду называть актера или актрису. Тебе нужно будет выбрать только одного. С кем бы ты хотела сыграть в ближайшем спектакле? Давай. Луиза Усин, Фатма Асанова. Выбрать только одного? Да. Фатма Асан. Я действительно очень люблю ее игру. И я соскучилась по ней на сцене, да, ну как человек мы с ней видимся, общаемся, а вот как актрису я опять хочу ее видеть на сцене и, конечно же, с ней поработать. Ты неоднократно с ней играла в спектаклях, Да. и даже клипы, Да, да, были. Bağışlarım gönlümü sana Cennetten konup geldim bana Она вообще прекрасный партнер. Я сейчас говорю, потому что, да, нужно выбрать из двоих, но, опять-таки, Луиза Усинова – это прекрасный актер, и ни в коем случае я не хочу ее обидеть. Просто вот сейчас, именно в данный момент, может быть, завтра мне бы захотелось бы поиграть с Луизой Усиновой, потому что это очень игривая такая актриса, она такая яркая, зажигательная, такая вся. И, может быть, завтра мне с ней захочется. Но в данный момент, вот сейчас мы сидим с тобой так вот лирично. Почему-то мне захотелось поиграть с Фатмой. Лейля Айвазова, Лимара Джилилова. Ты прямо сказала, это мои самые любимые подружаечки. Вот сейчас прям это... Да, ну, сейчас проверим. Так, хорошо. С Айвазовой Лейлей, да, мы вот, реже пересекаемся, поэтому, я бы хотела бы вот так вот вместе поработать с Лейлей Айвазовой. С Лёмой мы так часто с ней, мы даже вот в Арзуме играем же вместе двух подружек, поэтому, я уже это уже попробовала. А с Лелей надо попробовать их тоже. А как ты думаешь, вообще важна дружба вне работы для лучшего результата именно в работе? Помогает ли эта дружба? Однозначно. Но это же все равно атмосфера, да, теплая атмосфера, когда в коллективе, да, когда у вас дружеские отношения, тогда и работать приятнее, тогда и на работу хочется прийти. Я имею в виду, ощущается ли на сцене, что у тебя более теплые отношения с одним актером, нежели с другим? Мне кажется, неважно. Тут зависит от самого партнера. Просто профессионализм его, да? Потому что это тоже является профессия, да, и человек выходит на сцену, даже если ты с ним особо не общаешься за кулисами, да, в гримерках, но выходя на сцену, если он матерый актер, все, он работает, у него глаза горят, и, соответственно, ты тоже отдаешь ему свою энергию. А конфликты у вас бывают? За кулисами или на сцене? На сцене регулярно. За кулисами и в гримерках у нас бывают конфликты, да, на репетициях бывают конфликты, но мы очень вспыльчивые такие, но и быстро отходим. А ты вообще сама по себе конфликтная? Если тебе что-то не нравится, можешь сказать? Либо заступиться за другого. Да. Вот есть в тебе такое? Да. Вот ты когда видишь какую-то несправедливость, Однозначно, да. не можешь молчать? Не могу молчать. Особенно, может быть, раньше, когда еще была молодая, но как-то старалась все равно сильно не показывать свой характер. А сейчас нет. Сейчас, если я вижу, что несправедливо, как-то так, да, конечно. А вообще в женскую дружбу веришь? Да, верю. Хочу верить. А чувство зависти вот ты часто испытываешь к себе, замечаешь? Не знаю. Возможно. Я стараюсь на такие вещи не обращать внимания. Совсем не обращать внимания невозможно. Ты же можешь как-то интерпретировать, да, то или иное отношение по отношению к себе. По отношению к себе от кого? От сотрудников, да, но я имею в виду, либо от партнеров на сцене, либо от людей, от зрителей и тому подобное. Вот мне интересно. О чем? Нет, вот от коллег по цеху, коллег. да, от коллег по цеху. Вот ты чувствуешь к себе? Бывало такого, что ты ощущаешь чувство зависти? А почему? Что, почему? Почему у них должна быть зависть ко мне? Они тоже такие же сотрудники, точно так же работают. Я не знаю. Может быть, есть, может, нет, но я не обращаю на это внимания. Может быть же зависть такая белая и служить таким вот мотивацией для дальнейшего какого-то развития, роста.
Мне кажется, у нас Я просто не замечала. Мне кажется, рост вообще вот возникает именно там, где есть чувство конкуренции. Да, у нас есть это. Поэтому нас Вот. даже ставят в 2 состава. Но это не, ну, как бы это не зависть. Есть чувство конкуренции, когда ты работаешь с каким-то определенным, да, человеком в одном составе, допустим, Лёма, да, вот мы, бывает, очень часто с ней в одном составе, да, работаем. Один день она, второй день я. И я, допустим, смотрю, как она работает. Я смотрю, что она работает классно, да, мне это очень нравится. Но, соответственно, я же не могу на следующий день выйти и это сделать, ну, как-то вот на отшибись. Нет, я должна тоже сделать так, чтобы, ну, было тоже прикольно, понимаешь? Но это вот какое-то такое, даже не знаю, это спортивный интерес. Нет, это не спортивный, это вот творческий какой-то, ну, Толчок творческий к процесс. развитию, да? Да, однозначно. И это есть у всех. Если даже кто-то из кого-то там скажет, что нет, у меня этого нету, есть спокойность. Нет. Все равно это есть у каждого, потому что, ну, ради чего ты здесь работаешь? Если кто-то, ты видишь, что немножечко поматерит тебя, ты стараешься как-то тоже, да, знаешь, как-то нарастить мяско своему, допустим, персонажу. Сусанна Барабашева, Алия Тимиркаяева. Алия Тимиркаяева. Ну, я люблю с ней работать на сцене. И Сусанна Барабашева очень классная. У нее такой образ матери. У Сусанны Барабашевой она такая вся вот, такая всегда хорошая, вот всегда какие-то спектакли, роли у нее такие хорошие, мягкие, она такая благородная. Алия Тимиркаяева, она другая, она такая хайнана. Вот она такая заслуженная хайнана Крыма. Вот, поэтому, ну, мне нравится тоже с ней работать. Ну, вот жалко, что здесь нужно выбирать. Но вот сегодня, ну, не знаю, я Тимиркаяева, наверное. Ну, тебе кажется, что ты вот в работе с ней раскрываешься, да? Вот? Мы любим над друг другом подшутить, и поэтому мне нравится работать. Но все равно, конечно, у каждого свой характер тоже. Бывают и тяжелые моменты, когда человек вот, ну, такой на сцене не так, как тебе нужно, да, но в плане того, что вы не можете найти с ним контакт. Такие тоже бывают ситуации на сцене очень часто. С каждым партнером, у которого глаза горят, с тем приятно работать. И кого ты назвала, ну, ты действительно назвала ярких актеров, да, которые действительно любят свою работу, и они горят. Да, для кого-то это вот прям вся жизнь, да, сцена, актерская профессия, поэтому они действительно все достойны уважения и достойны того, чтобы с ними желать работать. А как ты думаешь, как не застрять актеру в одном образе? В одном амплуа, да? да? Да, чтобы не превратиться в актера одной роли. А вот это вот надо работать над собой. Надо постоянно, да, вот. Это, кстати, очень тяжело. Это очень, кстати, такой вопрос, потому что очень многие застревают в одном образе. И народ их потом воспринимает только в одном образе. Потом... Как актеры это болезненно переживают? Ну, я тебе вот расскажу на примере себя. Мы работали спектакль Алиме Абденанова. И вот, ну, получается, я работаю Алиме Абденанова. Да, пришла там школа, пришли учителя, все. И потом в конце мне наш режиссер говорит: ты знаешь, ко мне подошел директор школы и говорит, что это же Эльвира Аметова. Он говорит: да. Говорит, ну, мы просто ее привыкли всегда видеть в комической роли, а вот нам непривычно видеть ее в роли, допустим, Алиме, которую сейчас вот там... Более трагическая роль, да. драматическая. Вот, поэтому вот действительно бывает, застреваешь на одном образе, и нужно вот от этих вот штампов как-то уходить. У меня есть уже традиционная рубрика, называется «Эмоции». О, Я класс. называю разные эмоции, ты отвечаешь, когда и при каких обстоятельствах ты последний раз их испытывала. Ага, давай. Любовь. Вчера Кому? к Нариману Аметову. А вообще, часто вы устраиваете такие романтики, вот вылазки? Побыть наедине, свидания? Ты знаешь, ну, получается периодически. Ну, я стараюсь, да, действительно, я же говорю, семья – это работа, и нужно над ней работать. Поэтому мы стараемся все равно, да, вместе куда-то выехать.
Вот, погулять, пройтись. Кстати, этот парк — это то место, где, ну, это наши встречи, где проходили, когда мы встречались с Нариманом. Вот, вон там та лавочка, где мы сидели. Бывали так, что в 9 утра я приезжала на автобусе, он выходил с работы, и вот мы сидели до 7, до 8, пока до последнего моего автобуса. А как вы познакомились? Мы познакомились в кафе. Я пришла туда, он там был тоже с друзьями, и, ну, как-то вот самое обычное знакомство. Не было ничего такого, прям какого-то значимого. Вот. Мы потом долго не общались, около года, а потом начали опять переписываться. И вот так. Кто первый написал? Так, сейчас, подожди. Получается, когда мы только познакомились, он мне писал, и я как-то... Ну, потом... Присматривалась, Да. думала. Но потом он всем это рассказывает, он говорит, а потом она уже мне написала, понимаешь? Ну, так и было? Так и было. Поэтому, ну, после этого, конечно, мы начали общаться. И все. Теперь мы вот уже сколько? Мы уже 13 лет вместе. А как вы распределяете финансы в семье? Вот у многих как? Мое это мое, твое это наше. Вот Всё, у вас тоже прям- здесь ты прям- классическим образом? Да. Мы когда только поженились, мы действительно, как бы, у нас был совместный бюджет, но потом я все равно туда лазила так вот. Мне всегда было обидно, почему я не могу сейчас там вот что-то себе позволить, когда мне нужно, да, но у нас там идет какая-то глобальная стройка, как у всех крымских татар. Вот, поэтому нет, он сказал, так, хорошо. Ну, вернее, мы так решили, что то, что я зарабатываю, это все равно это женское, а то, что он зарабатывает, это семейное. И он сразу согласился на это. Ну, почему? Ну, мы же 12 лет. Нет, подожди. Ну, сколько? 13 лет уже вместе, поэтому я так думаю, что многим мужчинам не понравится. Не, ну подожди, это. как у всех же вот у вас бывают вот эти выяснения отношений, это же вот как-то, как у всех. Есть у вас По это? финансам? Вообще. Ну, да, конечно. А кто, как правило, идет на уступок первый? И приходит первый мириться? Кто? Это тоже по-разному. Мы два эмоциональных человека. И мы такие очень такие быстро вспыльчивые, но и быстро успокаиваемся. Поэтому у нас очень редко бывают какие-то такие прям глобальные ссоры. А так вот, ну, бывает, то он подойдет, то я подойду. Ты извиниться можешь? Конечно. Ты умеешь конечно, извиняться? Умеешь? Конечно, и он тоже может извиниться. А к ревности как относишься? Ты Ну, вообще ревнивая? На самом деле, да, я очень ревнивая. Угу. К сожалению, я даже не знаю, как к ней относиться. Конечно, к ней я отношусь к этой ревности очень плохо, но ничего с собой поделать не могу. Ну вот так вот, такой только А ответ. кто из вас более ревнивый? Оба. Оба. Да. Ну подожди, ваша актерская индустрия, это же прямой повод для ревности. Да. Часто приходится играть какие-то романтические эпизоды Ну, с другими работа. актерами. Ты знаешь, в работе, когда, допустим, он, да, вот в Бахчисарайском фонтане, он там обнимается, вот у нас есть, да, спектакль, или другие какие-то спектакли. Нет, работа — это есть работа. Я понимаю, что это просто обычная работа. В других моментах, вот, допустим, некоторые девушки, ну, видя его на свадьбах, на сцене, они начинают писать. Я просто в шоке. Вот они могут написать, там, позвонить. Ну, для меня это, конечно, неправильно. Я начинаю злиться. Конечно, бывает ревность, но мы стараемся тоже над этим работать. Дает мне понять, ну, он тут ни при чем, правильно? И поэтому, ну, мы стараемся как-то избегать таких конфликтов. Телефон проверяешь? Нет, не проверяю. Ну, то есть у вас телефон — это личное пространство, Да. друг друга телефоны вы не Нет, берете, нет. пароли знаете друг друга? Нет, и у нас без паролей. Твои требования с годами растут, либо наоборот, ты научилась вот как-то воспринимать все более спокойно? Да, совершенно верно. Спустя 13 лет я уже ко всему отношусь спокойно. Когда, допустим, в первый год совместной жизни что-то меня, может быть, не устраивало. Сейчас я к этому отношусь, думаю, почему я тогда нервничала? Нет, конечно, уже все, уже
Он ко мне привык, я к нему привыкла. И мы... Прикипели, да? Да, прикипели, действительно. И мы уже без друг друга просто не можем. Я тебя люблю, Нариман Аметов. Вообще я замечала, что среди вайнеров, стендап-комиков очень мало женщин. Все-таки мужчин больше. Как будто бы вот женщине сложно быть смешной, или это не совсем ей удается. Ну, это тоже нужно переступить какую-то грань, когда ты не боишься быть смешной. Понимаешь? Всегда, получается, женщина – это же такой образ, такой весь хороший, да, весь такой, ну, красивый. Ты должна себя нести красиво. И когда ты начинаешь уходить там в юмор, да, когда ты начинаешь как-то немножечко смеяться, шутить над собой, да, показывать себя как-то с другой стороны, ну, не всем это... Даже самим девушкам не всегда нравится себя вот так показывать, понимаешь? И поэтому они лучше выбирают какие-то бьюти-индустрии, бьюти какие-то свои страницы. Ну, ты понимаешь, да, о чем? Вот вести лучше контент на этом, да, там красиво там преподнести себя. Я сегодня поехала такая вот красивая на шопинг. Либо там, допустим, идти, ай, там. Как ты сумела перейти эту вот черту? Когда не научилась боишься быть смеяться, смешной, да, над когда собой. Когда не боишься быть смешной. Так, когда это... Да это работа над собой. Она даже бывает и сейчас так, что ты думаешь, блин, ну, может, не надо, ну, там, не переборщила ли ты. Ну, это тоже работа над собой. Ты постоянно работаешь над этим. Понимаешь? Особенно в силу еще возраста, когда тебе там 19 лет, да, ты там как-то еще корректно смотришься, когда ты там уходишь в гротеск, да, когда ты начинаешь там что-то корчить. Но когда тебе уже на секунду 35 лет, тогда ты все равно уже начинаешь... 35 лет – это еще юность. У нас тут пенсионный возраст сдвинули, да, поэтому точно. Стареть не будем. Не будем. Долго. Однозначно. Поэтому, когда ты уже в 35 лет уходишь в гротеск, да, начинаешь там корчить гримасы и тому подобное, тут уже ты сама уже начинаешь фильтровать, что нужно показывать, а что не нужно показывать. Актриса тоже боится. Конечно, быть не то что смешной. Я не знаю, чего боится актриса. Некрасивой быть? Ну, да нет, не боится. Смешной быть не боится. Наверное, боится быть нелепой. Ты понимаешь, наверное, боишься, чтобы не было этого испанского стыда. Вот именно у тех зрителей, которые сейчас в данный момент смотрят, да? Как бы вот эту грань тонкую уловить, чтобы это было смешно, но в тот же момент, ну, как-то, чтобы... Ну, не too much, понимаешь? Я тут мониторила твою страницу, значит, ты выкладываешь ролик там в коллаборации с визажистом, где вы демонстрируете эффект до макияжа и после макияжа. И здесь девушка пишет в комментариях, я вот, значит, цитирую: «При всем уважении до макияжа можно было не показывать». Сердечко. Да. Самое главное, это было с любовью. Да, как вот такие комментарии демотивируют тебя вообще? Как ты к ним относишься? Нет, мне даже становится смешно, мне хочется на них ответить. Допустим, конечно, если, допустим, мое видео скинул какой-то другой, да, паблик там, тогда я уже там не отвечаю. Но если на моей странице кто-то ответил, то, ну, мне хочется даже ответить. Мне даже хочется поблагодарить этого человека за то, что он зашел, посмотрел, чего-то там написал, какой-то комментарий. Даже если он негативный, это все равно комментарий, это все равно внимание. Нет, я отношусь положительно, но когда там касается чего-то личного, да, ну, допустим, внешности, я уверена в себе. Я считаю себя нормальным человеком с красивой внешностью. Если мне это написали, то, ну... Я так не считаю. Вот. Пусть это будет, конечно, эгоистично, но вот так оно и есть. Вот. А если, допустим, это касается там моих детей, моей семьи, конечно, да, тогда это очень неприятно. Но такого не было, честное слово. Причем я замечаю, что такие комментарии чаще пишут женщины. Заходишь в аккаунт, там счастливая мама 3 ангелочков. Откуда вот этот негатив? Да, негатив. Да. Что порождает такой негатив в женщинах? Вот почему вот женщины друг друга вот так вот хейтят? Мы хотим
уважение, да, в обществе, чтобы нас воспринимали не больше, чем просто красивый объект. Спокойно, смело показываем себя вот в разных, да, ипостасях, там, и яркими, и естественными. И обычными. И потом натыкаемся на вот такие вот гневные комментарии. Но это, наверное, ее неуверенность в себе. Но меня это, никак не касается, ее личное мнение, да. Опять я ей написала, что, спасибо большое, да. Мне кажется, вот с развитием соцсетей люди немножечко потеряли вот эту тонкую грань между правом высказать свое мнение и уже таким вот каким-то откровенным хамством, что ли. Правильно, тебя же никто не видит, ты просто сидишь в телефоне, и ты можешь писать что угодно. Правильно, а в лицо человек не может такое сказать, потому что, наверное, не позволяет все-таки совесть, и разные люди, как они на это отреагируют. А когда ты сидишь просто за компьютером или за телефоном, и ты можешь писать всякие глупости, я даже не считаю это глупостью, да, что человек может сказать, что ты ему не нравишься. Это его личное мнение, он может это сказать, это все нормально. Вот. Самое главное, что как ты к этому отнесешься. Поверишь ли, испортит тебе это твое настроение или нет. У меня лично, мое настроение не портится именно после таких каких-то, можно сказать, нехороших комментариев. Поэтому будем относиться к ним ко всем попроще. В чем твоя суперсила? Моя суперсила – перевоплощаться в женщину-кошку. Нет, вообще, я так считаю, хорошая мама. Это самая главная моя суперсила, что я мать, родила 2 детей, это моя супермощь. Я же мать. Я же мать, точно. Моя суперсила, что я хорошая жена, я так думаю, если он со мной живет уже 11 лет, мой муж, значит, если он не убежал до сих пор, то, значит, моя суперсила заключается в том, что я хорошая жена. А моя суперсила в том, что, наверное, я хороший человек, потому что меня окружают хорошие люди. Надо, да, все равно хвалить себя, да, мы всегда забываем, мы всегда там стесняемся, что мы вот... Нет, я не хочу себя я хочу себя вот хвалить. Во что ты веришь? В Бога. Верю в Бога. Верю, как ребенок, верю все-таки в добро. Я всегда верю в добро. Мне кажется, если произошло что-то плохое, после этого обязательно должно произойти что-то очень доброе и хорошее. И, наверное, вот этот оптимизм меня и спасает во всем. Потому что бывают разные ситуации, да, в жизни, когда есть переломные моменты в жизни у каждого человека. Всегда хочу и верю, и всем говорю, что нужно верить всегда в добро, что после всего, после самой темной ночи всегда наступает наступает самое светлое утро. Поэтому а в себя веришь? Конечно. Конечно, однозначно верю. Верю, что смогу достичь всего того, что я запланировала у себя в голове. Там не сильно много. Там вот что именно могу потянуть, да, что могу сделать, но я в это верю, и я в себя верю, что я этого достигну. Обязательно, обязательно. О чем ты мечтаешь? Мечтаю о том, чтобы в моей семье... Всегда мы, да, начинаем. Всегда женщина крымско-татарская, неважно какая, наверное, которая имеет семью, чтобы в семье все были здоровы, чтобы в семье все было хорошо, работать над собой, не то, что да, каких-то новых, каких-то интересных этих ролей и тому подобное. Нет, хочется работать над собой. Вот чтобы достичь, знаешь, вот этого вот Дана такого, который вот ты там 80 лет такая выходишь, и все говорят, да, она реально была классная актриса. Если бы ты не стала актрисой, то в чем бы ты себя нашла, как ты думаешь? Косметология. Обожаю лица девушек, я обожаю рассматривать, обожаю ими заниматься, и все мои близкие люди, они все знают, что я обожаю заниматься еще косметологией. И ты мне потом подскажешь? Да, все сделаем. Просто для меня женское лицо – это тоже искусство. Я даже обучалась, как бы у меня профессия, я тоже ее обрела во время декрета, я косметолог-статист, вот. Но так получилось, что все равно сцена для меня намного важнее, и я все-таки решила вернуться опять на сцену.
после декрета я, наверное, бежала опять на сцену, потому что, повторюсь, это зависимость. У тебя много комментариев, подписчиков, лайков. Это приносит счастье? И вообще, что приносит счастье? Конечно, это и приносит счастье. Я ради этого только и делаю это все. Даже те самые хейтеры, они все равно, если они пишут, значит, это их задело, да, значит, я не безразлична, и, конечно, я каждый ваш комментарий я читаю, перечитываю. И даже вот сейчас я ничего не снимаю, и я захожу к себе на страницу и думаю, блин, надо энергетически наполниться. Я захожу и начинаю читать ваши комментарии, и вот прям понимаю, что я это все делала не зря, и мне хочется продолжить и снимать, и радовать. Я на этом не зарабатываю, потому что если бы я делала бы на русском языке, да, может быть, это приносило бы какую-то прибыль. Я просто это делаю для своих подписчиков и для своих зрителей. Что бы ты сказала маленькой Эльвире? Маленькой Эльвире я уже не буду плакать. Маленькой Эльвире я бы сказала, что у тебя все хорошо, у тебя все получится. Даже сейчас у меня наворачиваются слезы, потому что я очень сильно такая вся эмоциональная. Но нет, я ей скажу, что у тебя все хорошо. Ты большая молодец. Я так ее обниму и скажу, у тебя все получится. Ты вообще собой довольна? Доводится ли тебе испытывать такой вот синдром самозванца? Это вот когда специалист даже вот спустя много лет вроде бы уже и профессионал, и отучился, и в работе уже не 1 год, но все равно вот такое ощущение, как будто вот Где-то я... не дожал, да? не доучился, не, как будто вот я еще пока вот где-то маленький, я подожду вот где-то позже. Ну, бывает. Не то, что да, подожду. Хочется, если, допустим, ты чего-то не дожал, чего-то вот кажется, как будто вот надо еще поработать, но это же хорошо, это значит, есть к чему стремиться. Поэтому я не считаю, что это какой-то порог, я думаю, что это правильно. Ну, в таких случаях мы же как-то вот, наверное, себя себя реализуем, боимся делать этот шаг вперед, кажется, вот, Нет, вот потом. Не, ну подожди, Да. я тебя, когда позвала на интервью, ты мне что Да. первое сказала? Я Вот, сказала- подожди, еще вот достижения у меня будут, давай потом, правильно? Наверное, потому что я считаю, что, может быть, есть люди старше меня, да, вот какой-то есть у нас такая преграда, что как будто нет, я вот еще, да, действительно, подожду, я еще пока не готова, ну, что про меня рассказывать? Да, есть такие какие-то важные, известные люди, которым уже там 60-70 лет, и они уже действительно заслуживают на то, чтобы про них говорили хорошее. Потом я сижу, почему? А почему бы и нет, правильно? Конечно. Вот, поэтому, Сарл, что ты меня пригласила, я искренне тебе благодарна. И у нас действительно получился очень хороший диалог. Да.